Женщины и дети, вывезенные в Таджикистан и Сирии, воссоединились со своими семьями. За разгон танцующих гостей имама мечети приговорили к 6 годам лишения свободы. Еще один уроженец Таджикистана, заключенный российской тюрьмы, погиб на Украине. В Челябинске приезжий из Таджикистана убил учащегося 11 класса. Госдума Российской Федерации одобрила закон об электронных повестках в армию. Женщины и дети, вывезенные в Таджикистан и Сирию в июле прошлого года, воссоединились со своими семьями после прохождения медобследования и психологической помощи специалистов. Об этом сообщает информагентство «Азия Плюс» со ссылкой на детского омбудсмена Мичгона Бобозода. По ее словам, они были переданы родственникам 20 марта текущего года. Дети, которые вернулись на родину без мамы, были размещены в школы-интернаты, отметила она. В то же время, по ее словам, власти продолжают работать с несколькими детьми таджикских граждан, которые были перевезены на территорию страны из Ирака весной 2019 года. Возврат этих детей к своим близким возможен после того, как они будут морально готовы к этому, сказала Бобозода. Она не уточнила точного количества таких детей. Напомним, что в 2019 и в 2022 годах власти Таджикистана вернули домой 2 группы граждан республики из Сирии и Ирака. Суд Хатлонской области приговорил к 6 годам заключения 51-летнего имама мечети района Кушуньон Абдулханона Манонова, который пытался разогнать танцующих гостей на свадьбе своего племянника. Приговор был оглашен в конце прошлой недели. Он был признан виновным в призывах к экстремизму. Адвокат священнослужителя Саид Джабор Алиев подтвердил приговор суда, но от дальнейших комментариев отказался. В январе этого года в соцсетях распространилось видео, где священнослужитель пытался запретить гостям петь и танцевать на свадьбе своего племянника, разгонял их и нецензурно выражался в их адрес. Данное видео возмутило пользователей соцсетей, и многие раскритиковали действия муллы. Стало известно о гибели еще одного уроженца Таджикистана, заключенного российской тюрьмой на войне в Украине. По словам близких, 30-летний житель города Вагдад Мухаммаджон Камилов в 2021 году в России был осужден за незаконный оборот наркотиков. Мухаммаджон Камилов был убит в ноябре прошлого года на войне в Украине. О его гибели родственникам сообщили только в апреле. Где, когда и при каких обстоятельствах был убит таджикистанец, неизвестно. Мухаммаджон Камилов похоронен на одном из кладбищ в подмосковском Ногинске, сообщили его близкие. В Челябинске в компьютерном клубе приезжий из Таджикистана убил учащегося 11 класса. Как сообщают СМИ, конфликт начался в социальных сетях, а закончился на улице, где мигрант схватился за нож и дважды ударил им школьника. Подросток скончался на месте происшествия. Как сообщили в ГУМВД по Челябинской области, все подозреваемые задержаны, ведется расследование. По некоторым данным местных СМИ, подростка зарезал уроженец Таджикистана Шахрон Миров, который учится в полицейской школе города Челябинска. Местные СМИ сообщают, что после этого инцидента начались массовые рейды среди мигрантов. Особое внимание уделяется наличию трудовых мигрантов, разрешения на работу. В ГУ МВД области сообщили, в случае выявления нарушения миграционного законодательства мигрантов ожидает депортация. Госдума Российской Федерации во втором и третьем чтении одобрила поправки, согласно которым повестки теперь будут приходить не только в бумажном, но и в электронном виде. После принятия поправок бумажные повестки тоже сохраняются, но дублировать их можно будет в электронном виде через портал госуслуги. Повестки в электронном виде будут считаться полученной с момента размещения в личном кабинете военнообязанного. Для уклонистов предусмотрено несколько, как их называли депутаты, обеспечительных мер. С того дня, когда повестка в соответствии с законом считается врученной, призывнику запрещен выезд из страны.